У його доробку десятки фільмів та вистав. Він художник-постановник, тобто співавтор тієї картинки, яку бачить глядач. «Хайтарма», «Кіборги», «Будинок слова», «Нескінчений роман» – це лише кілька робіт, де над декораціями працював Шевкет Сайдаметов. Пане Шевкете, вітаю на Суспільному. Добрий день. Одна з нещодавних ваших робіт – це фільм «Сентиментальна подорож до планети Параджанова». І це таке поєднання архівних матеріалів з ляльковим театром. Це щось таке нове, унікальне. Скажіть, будь ласка, чим для вас стала, власне, ця подорож? Ну, по-перше, ви вибачте, да, за мою мову. Я перейду на російську. Вот. Планета Параджанова, ну, для меня было очень неожиданным, в смысле предложения, решения его как бы в кукольном варианте. Вот. Чего-чего, а вот такое мне в голову самому не пришло. Ну вот режиссер Тарас Томенко, он позвонил мне, говорит, вот давай, говорит, вот сделаем Параджанова, говорит, кукольный вариант такой. Мне это просто показалось до такой степени увлекательным, що я, звісно, тут прям з розмаху, з розгону і согласився. І те, що я знаю, ви казали, що ви минулу осінь провели, власне, оце ж з клеєм, з папером, тобто ви самі створювали лялькову фігуру. Это была, конечно, да, эпопея та еще. Ну, в связи, конечно, ну, как бы понятно, что финансирование, оно не предполагало там, ну, такой объем работы. То есть, ну, вначале никто не предполагал, что оно выльется вот в такую вот, как бы, в такой объем работы. Там, я помню, этот говорит, да там что-то там одной левой рукой, там что-то. А вот уже когда начались этот эскизный вот этот этап, и там, где пошли там, как бы, вариант там, вот этих всех тонны картона, картон, клей, папье-маше и вот всякие там эти блестяшки, фабрикушки там. Одним словом, ну, в стиле того, как бы його колажей. Якщо говорити про саму фігурку Параджанова, в одному з інтерв'ю на презентації ви говорили, що ви частково брали образ себе, списували, змальовували. Ну да, дело в том, что это, ну, не я придумал, но так очень много там ко мне говорят, а вы знаете, что вы на Параджанова похожи? Я говорю, знаю, давно знаю. Вот, да, когда я начал лепить голову, поставил в зеркало, так, сам себя щелкал там на зеркало, так, и так лепил, чтобы не особенно это затруднительно. В принципе, я иногда даже вот пугаюсь, вот, когда я вижу, да, вот Параджанова, думаю, что это я, как будто на каких-то фото. Есть такие фотографии, где что-то я думаю, что это я там, как будто. Да, я как бы мне было очень комфортно самому с собой общаться, ну, как бы имея в виду вот Параджанова. То есть я его, в принципе, да, ну, использовал, да, свой, как бы, типа, какие-то, ну, детали. Понятно, что там изучение фотографий там было. В 11-13 році ви, власне, знімали серіали. Це «Таксі» у вас було, я знаю, так? Так. Тобто це були серіали, тепер такі серйозні фільми. Это вы говорите про 11-12 год. А вообще я вот первый сериал, ну, где я как художник-постановщик, он вообще был первый сериал в Украине, это сердцу не прикажешь. Это был 2006 год. А потом посыпалось огромное количество вот этих сериалов. Там. Але зараз фільми серйозні на серйозні теми. А чому? Последние, да, последние у меня, да, вот. Як ви собі це поясните? Чому така зміна? Почему у меня такая? Ні, я думаю, знаю, загалом по країні, в українському кінематографі зміна. Ну, я думаю, что, во-первых, это, ну, это политика, все же, вот государственная политика, как по мне, Филипп Ильенко, вот он, как при его, вот, как он заступил в Держкино, главой Держкино, вот при его, вот, как бы, стараниях
мне кажется, вот как раз и пошел вот этот украинский кинематограф в гору. Это, то есть, ну, потом вот как бы опять что-то оно сейчас слетело, короче, с катушек с этих. Надо надеяться, что это не навсегда. Ну, такое. Це пов'язано з фінансуванням зараз чи з чим? Що злетіло? Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что сами кинематографисты, ну, они готовы были бы снимать, там никто в жизни не откажется, да. Ну, а так оно и получилось, что ну, война, не до фильмов, ничего. Вот как бы по мне, вот сейчас самое время снимать фильмы, которые вот работают которые вот на тему войны существующей. Не обязательно войну показывать, но, скажем, вот создавать там произведения, которые бы и дух поднимали. Щодо воєнних подій, в 22-му році під час початку повномасштабного вторгнення ви проживали в Ірпені. Так. І, власне, ви потрапили під окупацію. Не, я под оккупацию, ну, я не успел. То есть они вот до нас прям конкретно не дошли с той стороны, а с другой стороны тоже приблизительно так же где-то, ну, тоже не дошли. И мы вот там через нас летали, вот на Гостомель, там артобстрелы вот эти шли. Мы в подвалах там сидели. Ну, короче, мы еле-еле там какими-то путями там, ну, в общем, мы оттуда выехали, успели. Ну, у меня внуки, вот, ну, их родители, значит. Ну, в общем, мы успели выскочить, и вот просто можно сказать, что в последних вот этих колоннах у меня мастерская в Ирпене, ее же разбомбило, она сгорела просто в пепел, вообще ничего не осталось. А там ну, и оборудование, ну, и вот и реквизит. То есть такой эксклюзивный реквизит, который я вот там с любовью где-то там находил, я его себе всегда вот оставлял, то есть база своя такая была. А то все погорело, называется. Шкода. Вот. Мы, когда пришли туда, ну, уже, когда я вернулся вот из Ивано-Франковска туда, в эту мастерскую, уже, там стеклоблоки, вот, они так горело, оно прямо вот оплавленное по стене, текло, вот это стекло. Ви як художник-постановник були номіновані багато разів, власне, за свою роботу. І безліч ваших фільмів брали участь в різних міжнародних фестивалях. Скажіть, будь ласка, як сприймають українське кіно на міжнародній арені? Ну, вот те фильмы, которые вы именно перечислили, особенно, ну, вот если говорить, ну, о киборгах, по-моему, это совсем было даже не важно, как его там, ну, за рубежом воспринимают, но я помню, как его восприняли у нас в стране, вот киборги. У нас дело в том, что, ну, сценарист Ворожбит Наташа, она очень плотно с Шараскиным работала, а это, ну, командир этих киборгов. И консультировал он ее, то есть у нее в сценарии уже были заложены точные там характеристики, точные все вот эти вещи, да. На съемках у нас был еще один командир, Кирилл Недря, который консультировал тоже. Ну, в данном случае я вот у него очень много там, ну, узнавал. Декораций, да, визуального наполнения. Да, ну, в основном, конечно, ну, как бы типа архитектурное вот это решение всей этой разрухи аэропорта. Время от времени приезжали, ну, эти, в смысле, не актеры, а настоящие киборги, которые там участвовали в этих в ротациях. Там, ну, не постоянный же был состав, они же там уезжали, приезжали, менялись тоже. И у них вот как бы их реакция на это была, конечно, удивительным. Они вот там с сигаретой вот и говорили там, что вот такое впечатление, что вот они вот в очередную ротацию попали. «Будинок слова», нескінчений роман, був на фестивалях. «Будинок слова» – это мой, можно сказать,
Ну, самый любимый фильм, ну, в том смысле, да, где я вот вернулся вот к материальному типа воплощению вот именно того времени, не путем подбора там, да, вот как обычно, там вот подбираешь там, здесь какой-то реквизит там или что-то, а мы его, в принципе, создавали, и, то есть это тоже, конечно, большой этот пласт материала надо было перевернуть, чтобы, вернуться в те времена, в 20-е годы, да, скажем. А які це матеріали були? Архівні якісь джерела? И архивные, и просто, да, вот как бы эти энциклопедические, вот это нужно было, конечно, следить за тем, чтобы там лишнего не напихать там, да, вот, потому что все эти холодильники, вот, газировки там, ну, я не знаю, там масса каких-то вещей на период подготовки художник-постановщик, он, наверное, в принципе, в какого-то историка, что ли, переходит, занимается историей вот просто информативно, чтобы вот все это как бы знать. Значне місце в вашому доробку займають фільми про кримських татар. Тобто це почалося ще з татарського триптиху, так, Олександра Муратова, режисера. Потім це була у вас «Хайтарма» і «Чужа молитва» теж, власне, про кримську татарку, дівчину, яка врятувала єврейських дітей. Давайте поговоримо про те, як ви готувалися, працювали над декораціями. Тому що якщо ми говоримо про «Хайтарму», це, власне, описуються події депортації, кадрів взагалі не збереглося, жодної фотографії. Тобто, де ви брали інформацію про це? Це був первый вообще фильм «Татарский триптих», когда Александр Муратов, покойный, он приехал в Крым, он вот по мотивам Коцюбинского, ну, они, да, романтические такие эти новеллы, по ним он написал сценарий, это его сценарий «Татарский триптих». Вот. Я тогда работал в театре, а это 2003 год, а я вообще, в принципе, ни к театру, ни к кино вообще никакого отношения в жизни никогда не имел. То есть у меня образование было, при Союзе оно называлось оформитель, грубо говоря, дизайнер как бы сейчас. Также самоучкой, я никогда в жизни до этого не обращался к теме костюма крымско-татарского, но вот пришлось. За время депортации в принципе забыли, что такое крымско-татарский костюм, симбиоз узбекского и чего-то там еще. Вот, и когда я уже приехал в Крым, там музейные какие-то экспонаты были, я имею в виду по костюму, так. Там, где для себя я делал большие выводы, то есть, познавал и крой одежды, и вообще, все про костюм, какие-то эти. Вот они мне как бы помогли в «Татарском триптихе, создать там какой-никакой там, потому что, такого у меня как бы большого опыта вообще еще не было. Это был, собственно говоря, первый фильм, в котором я был. И уже мы к «Хайтарме» приступили, в принципе, уже как бы, более-менее сформировавшиеся уже как специалисты. Что Ахтем Сейтаблаев, что я, мы уже, понимали, что делать. Да, вы совершенно правы, нет ни одной фотографии о депортации, то есть НКВД ничего не фотографировала. Просто, такое еще, скажем, в то время на крымском телевидении, там, наверное, это АТР уже, скорее, да, это АТР, не ГТРК, а АТР, там была программа «Хатыра», «Память», и собирали, все люди писали туда какие-то письма, воспоминания. То есть была огромная большая база. Сейчас, если идет речь, там, показывать там депортацию или там что-то, берут из этого фильма, типа хроника. Хотя, конечно, это оно созданное. Мы ездили, мы исследовали очень много мест там, в поиск локаций.
И в конце концов, в принципе, ну, решили, что в Бахчисарае там ну, отправная точка, то есть главная локация, это была вот эта площадь, откуда поезд. Ну, на самом деле это же станция Сирень, она есть в Бахчисарае. А все военные, все сооружения, там аэродром, все вот это вот, и, собственно говоря, вокзал, это мы построили. Это в Бахчисарае, это прям тупик какой-то там. Вот вообще просто пустое место. То есть нашли, в общем, вот такое место, где решили там строить вот типа эту площадь, собственно говоря, здание этого вокзала, ну, эти все пристройки, там, все, что там есть. И самолет построили на территории там ЖБК, железобетонный, ну, вот это где плиты там варят. Нам там дали кусок такой, мы там построили самолет, потом его отогнали там на поле. И там же на поле какие-то там эти полевой аэродром вот этот. Неймовірний процес. Да, це з Хайтармой, оно так. Якщо говорити про чужу молитву, знімали її в Грузії, тому що це вже був період після уже, да, окупації уже, да, Хайтарму-то мы еще успели в Крыму снять, а уже чужая молитва, уже все, уже, это, уже невозможно было это в Крыму, это, с такой темой даже, и с такими авторами называется. И тогда решили в Грузии, и поэтому там нашли вот какой-то заброшенный летопионерский лагерь какой-то, то ли что-то. А там много такая зона, там мы ездили, даже смотрели дачу Берии. Но она нам не подошла, и тут нам как раз подошла, она заброшенная была. Вот мы там сделали этот детский дом и снимали там. Бахчисарай мы снимали в этом. Знаєте, що мене ще найбільше здивувало саме в фільмі «Чужа молитва», те ж ви як актор знімаєтесь у фільмах, да, і «Чужа молитва», зокрема, ви там були. І ще мене вразило те, що ви, власне, не змінювали своє ім'я. Можливо, для цього є якесь пояснення? На эту роль там вообще был записан какой-то народный артист там, грузинский, он должен был играть эту роль там. А тут, значит, мы нашли, короче, вот это красивее место, короче, для этого. И я начал говорить, давайте здесь его будем снимать. А продюсер, ты что? Я дважды там вызывать не буду. Он не в бюджете, короче. Я говорю, ну посмотри здесь, как хорошо туда-сюда. Тогда сам играй. Ну ладно. И это вот таким образом я там оказался просто. Это, ну, правда, потом пришлось тянуть эту лямку еще и до конца там уже и там. То есть я, получается, вместо того актера, кажется, сыграл. Это не было запланированным, это экспромт такой. Але да. ви залишили своє ім'я. Ну, а что там? Что там его менять? Татарин же. Ну, так пусть он такой и остается. Да. У 2004 році ви переїхали до Києва з Криму, так? І вже, тобто, понад 20 років ви живете в Києві, але в одному з своїх інтерв'ю говорили про те, що ви не вважаєте себе киянином. Самое интересное, что я и до сих пор вот как бы не считаю себя. Но я никогда не рассматривал это, что я там киянин там, или вот сейчас ирпенчанин, нет. Я всегда приезжал просто на работу. То есть у меня есть Крым, вот это родина, это предки там. Родители у меня, кстати, ну, там в Средней Азии похоронены, но бабушки, дедушки всякие, они же тут, ну, как тут, в Крыму. И я ездил туда вот где-то по тем местам. Но дело не в этом, но я себя считал, что я вот живу в Крыму, и я в Крыму вот и буду и похоронен, да, скажем так. Приезжал на работу, проект заканчивался, я уезжал спокойно к себе домой. Вот пока не случилось вот этого события. А тогда я не поехал, конечно, вот после Майдана, то
я уже не поехал, я не мог себе представить там вот эти триколоры, флаги, всякое такое. А потом же там пошли эти еще и референдумы, и все такое. А коли ви були востаннє в Криму? В 13-му році? Да, в 13-м. Я приехал на Майдан 27-го. Это мы Хайтарму отсняли, и это после показа, мы же там его показали в 13-м году. Угу. Показ был. Вот там как раз это был скандал с этим консулом России, которого потом все-таки убрали там же. Крупный скандал был там. Консул России отговаривал там вот этих летчиков всяких, чтобы они приехали на премьеру. Одним словом, он там чинил эти козни. Там поднялся этот Лилия Буджурова, там вот эти все, там хороший скандал такой. Хайтарму мы показали летом. Это вот прям вот, это же получается без этого, перед Майданом. Ну, там уже осень просто, да, в ноябре, 27 ноября я туда уехал. Там еще за несколько дней там началось вот это все. Мустафа Наем, там площади, вот это все. И я уже как приехал, я уже потом, у меня не получалось просто поехать, потому что, мне не к чему было ехать, а там потом вот эти войска пошли. Я там застрял. А после этого я уже не хотел. Не то, что я домой не хотел, а я не хотел вот это увидеть. Я счастлив тем, что я это еще ни раз в глаза не видел. Флагов в Криму, а чужих я не видел. Да. Тобто у вас довготривале відрядження зараз до Києва? Ну да. Виходить, да, так? Да. А де ви проживали в Криму? Де ваш дім? В принципе, это Симферополь. Но там есть на выезде в сторону Николаевки Дубки, такое село. Там сейчас прямо вот через это село все вот это там трасса Таврия или Таврида, что-то там какая-то, там сейчас какая-то жуть. Я даже не знаю, мне вспоминать даже не хочется. Там уже понастроили каких-то домов, там же засилье русских. Но там, в принципе, вот это замещение крымских татар, оно происходит, то есть активным образом. У меня жена же там осталась, 2 сына, внуки. Это здесь просто один приехал тогда тоже, типа, на этот Майдан, как бы. И я с ними остался здесь, а те там. У меня еще пока еще переходы работали, Чонгар, там, Новоалексеевка. Жена ездила, дети приезжали, уезжали, приезжали и на работу уезжали. То есть пока вот это было. А уже с полномасштабкой, она как раз, жена приехала, она была здесь, и там сестра умерла у нее, она уехала на похороны. И вот и все. И на этом, да, и как раз вот это началось. И вот теперь, да, в смысле... Це вже стільки років розлученість з родиною. Да, в том-то и дело, вот пока только так. Wi-Fi, или как они, телефон, да, по телефону, да, все общение. И дети эти выросли, и родились, и выросли, и уже там в школу некоторые ходят. Внуки ваші? Внуки, да, я их еще не всех видел, да, на улице. Над чим ви зараз працюєте? Над собой. Я сейчас занимаюсь, я, во-первых, устал, я полгода был занят на одном проекте, прям сумасшедший проект такой по объему работ, очень много. Я просто от работы той устал, это раз. И во-вторых, у меня сейчас нету работы, в смысле, пока я никуда не приглашен. Но у меня там есть... работа такая. И в этом доме, в котором мы живем, там двор, да, вот это. И я там занялся вот этим обустройством всяких этих дурацких газонов, клумб, розы, какие-то вот это все. У меня мораль не позволяет мне это бросить. Я с ненавистью выхожу с этой лопатой и начинаю там опять это тыкать, все это... обрезать там что-то. Короче, сельскохозяйственник из меня плохой, но я исправно тяну эту
То, что я на себя навьючил. І ще хочу вас питати, де ви берете натхнення, що вас надихає? Ой, я даже не знаю, вот такие вот какие-то высокопарные слова сказать, что там меня что-то вдохновляет там или что-то. Не знаю, жизнь просто, сама жизнь. Вот, в принципе, я как бы большой оптимист все же, чем пессимист. То есть я всегда надеюсь там, на лучшее, я верю, что нету бабы-яги, это глупость страшная. Вот, то есть, ну, такой вот. Не знаю, чем неоправданный оптимизм, но, наверное, вот оно меня как бы типа держит на плаву. То есть я не ухожу вот куда-то вниз. Надежда на лучшее, на будущее, она вот как бы, ну вот, наверное, оно меня тянет там, пока что держит, во всяком случае, на плаву. Дякую вам за розмову. Да, дякую вам, да, за приглашение.